Добрый день, дорогие читатели! Наступили зимние холода. И именно в это время так хочется окружить себя максимальным уютом. Зажгите свечи, налейте любимый горячий напиток и, конечно же, возьмите книгу. Ведь книга– это камин, который греет душу и к тому же никогда не гаснет. А новогодние книги подарят вам праздничную атмосферу и покажут, что чудеса случаются. Главное в них поверить. Начнем мы нашу подборку с книги Донны Ванлер «Рождественская надежда». В этот сборник вошли две трогательные рождественские истории. В них показано, как люди обретают надежду, как вновь верят в рождественское чудо. Первая история рассказывает о супругах Эдисон, которые давно забыли, что такое тепло Рождества. Но однажды, в один из предпраздничных дней, Патриция Эдисон вследствие своей работы в социальном приюте знакомится с пятилетней малышкой. И, несмотря на правила, берет ее на праздник. Малышка покажет супругам, что такое тепло Рождества, и заставит заново полюбить этот праздник. Вторая история– рождественское обещание о Глории и Чезе, которые стараются не утратить надежду. Глория пережила семейную трагедию и пытается восстановить свою жизнь. А у Чеза успешная работа, но его дому не хватает семейного уюта и тепла. Их судьбы переплетаются, чтобы подарить им общее будущее. Удивительную историю любви покажет нам Софи Кассенс в своем романе «Через год в это же время». Главные герои родились в один и тот же день, 1 января 1990 года, в лондонской клинике. Вот только Квин родился на несколько минут раньше, его назвали первым ребенком года, и к тому же он украл имя у Мини, потому что ее мама именно ей хотела дать имя Квин. Девочка всю жизнь ненавидела мальчика и считала, что он не только украл ее имя, но и забрал ее удачу. Через 30 лет они сталкиваются на новогодней вечеринке. Они совершенно из разных социальных слоев, но, встречаясь вновь и вновь, понимают, что все-таки хотят быть вместе. Ты выбралась из дома? Новогодняя порча рано или поздно меня настигнет. Да ничего не случится. На помощь! Привет. Привет. Я Мини. Куин. Куин? Куин Хэмилтон, родившийся в Хамстеде в 90-м году? Да? Ты украл мое имя! Мэрия объявила первого ребенка этого года. Этот ребенок получит имя Куин. Бабуля говорила, что у него ирландская удача. Победитель лишь один. Мне сказали, что Куин – удачное имя. Думаешь, я украл твою удачу? Вселенная меня не любит. Книги Розамунды Пилчер знают и любят во всем мире. Они не замысловаты и не торопливы, но зато от них веет таким теплом. Кредо писательницы можно охарактеризовать одной фразой: у хороших людей все будет хорошо. И это залог читательского успеха. В ее романе «В канун Рождества» 5 незнакомых друг с другом человека собираются в одном провинциальном доме, чтобы отметить праздник. Каждый из них пережил свою горесть и печаль. Но праздник дарит им обещание надежды на светлое будущее. Главные герои романа Эммы Хезерингтон «И вот настало Рождество» тоже вынуждены встречать Рождество вместе. Несмотря на то, что оба они бежали от предпраздничной атмосферы в маленький городок Северной Ирландии, в уютный коттедж. Вот только он оказался забронирован дважды. У них есть выбор, скрипя сердце, отметить праздник вместе или насладиться подарком судьбы. Если вы хотите книгу, которая не только подарит вам праздничное настроение, но и заставит не раз посмеяться, то обратите ваше внимание на роман Дэвид Левитан и Рэйчел Кон «Записная книжка Дэш и Лили». Дэш ненавидит Рождество, но перед праздниками он не вылазит из книжного магазина,
потому что обожает читать. И вот однажды он находит там загадочную красную записную книжку, в которой незнакомка оставила увлекательные головоломки. Незнакомкой оказывается Лили, которая, приехав в Нью-Йорк, понимает, что будет отмечать Рождество в гордом одиночестве. Но в отличие от Дэша, она любит этот праздник. Так начинается их игра. На страницах записной книжки они не только будут оставлять друг другу головоломки, но и будут делиться своими секретами. Я верю! Я постоянно думаю о тебе и хочу тебя увидеть. Чего ты ждешь? Найди ее! Если я не девушка его мечты, я все испорчу. Лили? Праздничный новогодний роман написала известная российская писательница Ася Лавринович «Загадай любовь». Эта книга идеально подойдет для чтения в зимний холодный вечер. В ней столько теплоты, оптимизма и милой романтики. Неразделенная любовь – это большая проблема. И Наташа Зуева знает об этом не понаслышке. Вот только перед Новым годом у нее может все измениться. Ее класс собирается на горнолыжный курорт, и там она сможет встретить Новый год с парнем своей мечты. Конечно, о ее чувствах он не подозревает, но план разработан, и все должно получиться. Вот только ее планы может разрушить ее одноклассник Тимур Макеев, известный прогульщик школы. Ты мне тоже не особо нравишься, так что если ты там что-то себе надумал... Слушай, ну добрый, как минимум Макеев моложе Золотка. Золотка мне нравится, а Макеев нет. Зови своего парня. Да, мы хотим с ним познакомиться. Расслабься, руки просить не надо будет. А, я тебя люблю. Вот это признание. Я не думал, что у вас все так серьезно. Не знал, что ты ревнивая. И знала, что ты тоже. Еще одна чудесная новогодняя книга от не менее популярного российского писателя Олега Роя «Привет, моя радость» или «Новогоднее чудо в семье писателя». До Нового года 10 дней. Известный детский писатель Константин Пономарев дописывает очередную книгу. Но все его планы рушатся, потому что его бывшая жена Катя отправляется в Египет и оставляет ему их общую маленькую дочь Лизу. Вместе с девочкой в квартире писателя появляются его мама и бывшая теща. Они терпеть не могут друг друга, но обожают внучку. Костя очень хочет провести побольше времени с дочерью, но сроки поджимают, вдохновение испарилось. Сможет ли он успеть подарить новогоднее чудо своей дочери? Все возможно. К тому же в окно маленькая девочка видела настоящего Деда Мороза, который пролетал на красной машине. Но если вам хочется почитать не просто новогоднюю книгу, а детектив, то возьмите в руку сборник рассказов «Детектив под Новый год». Каждый из нас в новогоднюю ночь хочет перемен. Ведь именно в ночь на 1 января с героями рассказов этого сборника и происходят различные чудесные истории, которые подарят им радостные перемены в жизни. И завершает нашу подборку тоже сборник рассказов «Удивительные истории об Оливье». Эта книга посвящена легендарному салату. Вы не найдете здесь рецептов, а найдете истории, в которых салат стал поводом для встреч, разлук и началом чудесных историй, подарившим главным героям любовь и дружбу. Надеемся, что наша подборка поможет вам зарядиться праздничным настроением. Приходите в библиотеки города Пружаны. Желаем вам счастливых праздников. До свидания!